Этот станок был сделан в Германии в 1939 году, и он внес свой вклад в победу над теми, кто его произвел. До сих пор работает. Это, конечно же, не основное производство. Основное скрыто от посторонних глаз. Работают здесь и современные станки. Многокилограммовая болванка проходит через десяток операций, чтобы стать деталью, каркасом оптического прибора весом в несколько граммов. Казанский оптико-механический завод был задуман как дублер Ленинградского и официально был зарегистрирован 8 февраля 1940 года, а в июле 1941 весь Ленинградский завод переехал в Казань. И уже в октябре 1941 года наш завод, один из первых, выпустил 5000 биноклей. Первый был у нас минометный прицел. К сожалению, ничего живьем не осталось. Потом, значит, тут танковые прицелы, снайперские. И с января 1942 года панорама Герц – это артиллерийские прицелы. И сложно сказать, это стало поселкообразующим предприятием или поселок Дербышки стал заводообразующим. Жили в наспех построенных деревянных бараках, посуду, игрушки и другие домашние необходимости производили для себя здесь же. Несмотря на то, что рабочие имели бронь от армии, 2000 сотрудников завода ушли на фронт. Их заменили женщины и подростки. Символом всех подростков стал Ваня Чередилин. А у ему было где-то 13 лет, он не доставал до станка, он ставил ящики. Один не хватало, если он ставил второй. Значит, у нас герой Советского Союза есть Николай Липатов. Он работал в 10-м цехе. Он повторил подвиг Матросова. Кроме увеличительной оптики, производил завод киноаппаратуру, приборы ночного видения, тепловизоры, лазерные и радиоэлектронные приборы. Продукция завода была и в космосе, и продолжает помогать военным и гражданским.